Не то, что у нас вот дома будут сносить, у нас еще будут рубить десятки гектаров лес, который посадили ветераны войны, ветераны труда, реликтовый лес. Почему запрета нету? Это же наши легкие, это наша экология. Почему через лес должен пройти дорога? Через Нагорский, через Дербышки. Ребята говорят, городу нужно, чтобы здесь пошла дорога, что горожане должны выезжать. А мы что, не люди? У нас около 100 тысяч населения в этом поселке живет, с Нагорным и так далее. А в Казани 1 200 000. 10%. Мы люди, имеем право на этот голос, и мы поэтому объединились в штаб. Залог успеха – это ваша собственная активность. Очень хорошо, что у вас есть активистские комитеты, предложили альтернативный вариант. И обязательно используйте, конечно, 8 сентября. Потому что если вы, извините за выражение, навтыкаете местным властям на выборах, у них уже будет с вами совершенно другой разговор. Они будут понимать, что есть избранные вами депутаты, которые защищают ваши интересы. И люди, кто может входить в разные кабинеты, и не только здесь, в Казани. И что, в принципе, вот эта их почва единороссов, она под ногами идет, начинает ползти. Это очень важная вещь, тоже надо обязательно использовать. Приходите 8 числа. Нас всегда всех органы исполнительной власти или наоборот исполнительные органы власти отсылают в суды РФ, но мы делали запрос, причем по всей стране, и нет какой-то юридически значимой формы у этих судов. Судов, по сути, с юридической точки зрения не существует. Так куда нам обращаться? Нас куда посылают вообще? В никуда. Они принимают какие-то решения, подписи там стоят на их решениях. Либо подписи нет, либо печати нет. Тогда как, согласно законодательству и Конституции, так называемой от Российской Федерации, должен быть только приговор со стороны суда. Ничего нету, все сшито не то что белыми нитками, непонятно какими нитками, кетгутом. Куда нам тогда вот обращаться как людям, как гражданам? Очень часто суды, ну особенно вот здесь, они находятся в полной связке с местной администрацией. Поэтому зачем суды? Соберитесь, придите на прием. Придет приличное количество людей на прием в среду. Другая будет реакция. И без этих судов будут другие переговоры. И отношение к инициативной группе, к приложениям инициативной группы на рабочих совещаниях будут выглядеть тоже иначе. То есть то, что вы собираете, вас собирается много, это залог успеха. Народ слушает всегда. Людей не слушают, потому что люди разрознены. И пока люди разрознены, это не народ, это население. А вот когда народ солидарный, сплоченный, здесь отношение властей уже совершенно другое. Письменное обращение даже. Письменное обращение – это вещь хорошая. Но, еще раз, вы правильно собираетесь на массовые сходы. Ну, Татарстан всегда выглядит как некая медвежья берлога, вотчина, да, и Единой России. Как и соседняя Башкирия, как и Марий-Эл, вот этот весь куст. Ну, поменяйте это. Сейчас в ваших руках находится очень многое. У вас сейчас возникла ситуация угрозы против каждого из здесь присутствующих. Вы эту угрозу должны что сделать? Ликвидировать. Как ее можно ликвидировать? Есть разные инструменты. Он не один инструмент. Надо использовать всю палитру. Это письма обращения, это суды, это переговорные процессы с героями-архитекторами в героической архитектуре, это задействование Генпрокуратуры, это задействование нашего, моего в том числе, ресурс по федеральной части. Обвинять кого-то, подумайте, а не я ли в этом изначально виноват, когда мы просто сидим дома. Даже на сегодняшнее мероприятие мы вытаскивали всех за гребки. Понимаете, когда мы сидим дома и говорим, вот как мужчина сказал, столько лет приходит, что он может сделать один, друзья мои.